Мы не должны дарить свои земли. Так начал свое выступление командир интернациональной бригады добровольцев «Пятнашка» Ахравицба, имея в виду вопрос ратификации соглашения об отчуждении территории Пицунской госдачи. Как рассказывает герой ДНР, о пицунской проблеме он узнал, находясь в Донецке. Авицба немедленно собрал бойцов бригады, чтобы узнать их мнение. И сегодня решил этим общим видением ситуации поделиться. Всех выходцев из Абхазии, не только абхазов, этнические армяне у нас есть, этнические русские, те, кто с Абхазии, греки. Мы их всех с позиций в один момент вывезли днем, собрались у себя на базе, обсудили этот вопрос. Я сказал, что мне интересно мнение каждого, чтобы я мог его озвучивать как мнение выходцев из Абхазии, которые служат у нас в подразделении. Единогласное мнение было, что никому ничего дарить нельзя. Сегодня, как говорит Ахравицба, он призывает не ратифицировать соглашение, так как не видит в нем никакой практической пользы для республики. И при этом уверен, что никакого вреда от того, что соглашение не будет ратифицировано, тоже нет. По словам Авицба, ситуация в мире подсказывает, что всячески необходимо беречь каждый квадратный метр своей земли. Когда мы сегодня рассказываем, что в глобальном мире, где идут потрясения, что этого всего частью является тоже Абхазия, что мы всем интересны, что без нас там миру не быть. Зададимся простым вопросом: мы интересны ли наша земля? И интересны ли мы будем кому-то без нашей земли? Сможем ли мы где-то принимать участие, не имея почвы под ногой, не имея своих исконных земель, которые мы раздарим? Конечно, сегодня все будут в грудь бить и рассказывать, что мы свою землю не дарим, а земля остается наша. Мы только отдаем здания, вот потом здания не выкопают, заберут куда хотят. Простой вопрос, когда Верховный главнокомандующий Республики Абхазия на территории Абхазии в ту же Пицунду приезжает, где находится его личная охрана, который его по малой нужде везде сопровождает и так далее, там, где она находится, за забором. Если на своей земле он не может заходить туда, куда хочет со своей охраной, то о чем мы говорим, если будет, что мы им официально это отдадим, и это только зданию принадлежит. Кроме того, он говорит о том, что скоро изменятся финансово-экономические отношения России и Абхазии. Согласно планам, к 2025 году финансовая поддержка России сократится. И сейчас задача Абхазии всеми силами сохранить свой суверенитет, а не наоборот. В 2025 году наши милиция, здравоохранение, Минобороны, учителя и ряд еще там, чиновничий аппарат и так далее начнут получать только 15% помощи. Скажем, что Россия ее продлит. На каких основаниях? Почему она должна этого сделать? Если даже элементарно железнодорожный кредит нам не прощен, а оттянут. А оттянут, потому что они видят, что мы стоим на краю пропасти и что мы сами придем и попросимся. Войти в состав России, войти там в союзное государство. Много разных вариаций, которые мы будем фантазировать. Но есть реалии простые. Мы будем загнаны в угол. И мы вспомним начало 90-х годов, когда мы просились в Краснодарский край. Абхазия стоит на краю пропасти, говорит Авицба, а довела страну до этого края, по его мнению, неграмотная политика. Инвестиционную помощь мы задушевно растранжирили, съели, не реализовали. Очень много тех моментов, когда деньги к нам приходили в государство, мы их не реализовывали, не уходили. Потому что мало профессиональных кадров на местах. Они не могут ни смету сделать, ничего. Это наша общая проблема. Ни власти, ни оппозиции, нашего народа. Потому что мы берем того, кто ближе, того, кто поддержал нас, поэтому он наш сторонник, он должен где-то работать. Такими принципами мы засорили. Именно засорили. Все наши те государственные органы, которые могли для государства приносить пользу и зарабатывать, сегодня они все убыточные.
Ахравицба призывает не обольщаться перспективой больших инвестиций в туристическую сферу. По его мнению, крупные гостиничные комплексы с многомиллиардными вложениями принесут прибыль инвестору, но страна большой пользы от реализации подобных проектов не получит. Я был в ряде стран, где топовые гостиницы, но они очень бедные, нищие, потому что сразу индустрия отдыха у них упала, частные гостиницы отошли на нет, туризм, который, как мы привыкли ловить на улице, садиться на уши и потом куда-то вывозить, тоже нет, потому что все это предоставляет только внутри. Они живут отдельно, они закупы делают все отдельно, наши рынки, все упадет. Мы останемся сам на сам. Считайте, что туристы у нас есть и нету одновременно. Говорить, что будут платить налоги, так давайте наше законодательство изучим, сколько вложений надо, чтобы тебя освободили от налогов. В очередной раз Ахравицба развенчал миф о меценатстве российских чиновников на примере Александра Ткачева и его недвижимости в республике. Бизнесмен и политик Ткачев, он на пятерку. Для России и для себя. И в чем его упрекнуть за Абхазию? Какое он отношение к Абхазии имеет? Ему хочется, чтобы здесь было стабильно, потому что он здесь хочет зарабатывать, у него здесь дача. У вас есть здесь дача? С выходом на море. У меня нету. А у него на собственности, потому что 200 миллионов он вложил в школу. А откуда эти средства у чиновника были 200 миллионов в школу вложить? Наверное, каких-то краевых вложил, помощь вложил, а зато получил себе спасибо. По словам Авицба, что касается Пицунской госдачи, то заинтересован в получении ее в собственность отнюдь не российский президент Владимир Путин, а олигарх, имя которого он открыто называет в интервью. Скорее всего, для многих будет непонятно и не еще как-то дерзко, грубо, и она создаст мне проблемы. Это Чемизов. Это российский олигарх, который для себя понимает, что мы войдем в состав России, и поэтому хочет сделать какие-то вложения. А вложение – это забрать земли под разными предлогами. Не только, поверьте, что это Пицунда, это только ниточка, за которую мы потянем и вытянем трос. Очень длинный, очень болезненный для нашей страны, потому что Ахравицба также откровенно говорит о том, что будет делать он и Пятнашка в случае, если договор о Пицунской госдаче все же будет ратифицирован. Вопросы я объясню. Я уже с рядом депутатов разговаривал и сказал, мы не будем винить только Аслана Георгиевича, который принимает это такое решение, мы будем винить, которые ему помогают в этом решении. И каждого депутата примем себе как врага. То они как видят демонстрации, сожжения, там, я не знаю, как оно будет, на какой волне оно будет, но тот момент, что мы не останемся безучастными, это я вам обещаю, от того, что даже они меня 10 раз посадят там или расстреляют, это мысль подразделения нашего или тех абхазов, которых я спросил, оно не поменяет. Авицба, рассуждая о проводимой сегодня политике, прямо говорит о том, что в будущем, возможно, встанет вопрос о присоединении к большей стране. Но, скорее всего, оно начнется, когда люди перестанут получать привычную зарплату. Вот там начнется для нас вся катастрофа. Вот там тогда каждый пойдет и будет проситься в состав России или еще куда-то. Потому что я уже смотрю, настроения в обществе начинают быть крайне скверными. Начинают рассказывать, а что тут такого? А там мы ездили, а там нас любят. Ребята, есть простая истина. Вы можете хоть 1000 раз ездить, но государство сегодня наших соседей заточено на то, чтобы сделать реванш, выиграть нас войной. Затягивают нас экономически, медицински, по-разному. У них программы прописаны на долгие года. Но они хотят именно военным способом нам отомстить, как они говорят, вернуться. Авицба затронула перспективу открытия второго фронта Грузии. Он считает, что хотя действующая власть в Грузии сегодня не настроена воевать, нельзя сбрасывать со счетов агрессивно настроенную и активно поддерживаемую Западом оппозицию. Правительство Грузии откровенно не хочет войны, потому что она понимает, если начнется война, она сменится. Оппозиция хочет достать Михаила Саакашвили из тюрьмы, чтобы под этой волной
напасть на нас. Я для себя помню выступление Михаила Саакашвили, который уверял осетин, что он не нападет, и напал. Их в 2008 году пичкали оружием, и оно стрельнуло. Сегодня с Турции кораблями идет к ним оружие. Дважды проводилось учение, завозилось к ним оружие под этим соусом, и ничего не вывезлось. Сегодня у них идет мобилизация силы. Они проверяют, сколько их, как их. И они уже подсчитали, что в случае войны, сбора ополчения и так далее. Авицба уверен, что Абхазия должна быть готова дать отпор, но открыто говорит, что сегодня война приобрела другую форму и технически выглядит не так, как 30 лет назад. Он предлагает использовать донбасский опыт для подготовки защитников Абхазии. Мы уже, в частности, я 9-й год пошел, как принимаем участие в конфликте, в современной войне. Она иная. Это не ту войну, хотя за руководство не все в войне принимали участие, но те, кто принимали, это не та война. Это не то, с чем вы столкнулись. Тут ситуация чуть иная. Тут сегодня по-современнее все. И на вопрос, сколько у нас беспилотников, имеем мы 1-2, и то искали майнинги, чтобы оно тепло показывать, летали. Но они не так используются в сегодняшней войне. Они используются для артиллеристов. Связь, много тех промахов, которые мы должны и можем исправить. Поэтому я сегодня призываю все здравые силы мобилизоваться, понять, сколько нас, понять, чего нам необходимо для того, чтобы защитить родную страну. Командир пятнашки рассказывает, что сегодня Абхазия слишком надеется на мгновенную помощь России в случае военной агрессии на Абхазию и готова ради средств обороны пожертвовать лучшими землями. Озвучивая информацию, которой владеет, Авицба надеется, что тем, что он говорит об этом на широкую публику, сумеет предотвратить реализацию подобных планов. Есть информация. Я надеюсь, с того момента, как мы ее сейчас озвучим, я буду фантастом, а она оттянется. На 11 танков поменять больше 10 тысяч гектаров. Нам дадут 11 танков. Разрекламирую, что у нас есть единая группировка, нам надо готовиться к войне, поэтому надо сделать полигон. И вот Очимчиру, как мы пересекаем мост, где наше святилище, не только наше, там и православных очень много всего держит. И до Гава. Не горы, ничего, а именно берег. Также Авицба в ходе пресс-конференции рассказал, как ему удалось благодаря собственной наглости и знанию закона выехать с территории ДНР. Пообещал действующей власти не предпринимать попыток свержения, если та не будет отчуждать часть территории. И намекнул, что если вдруг погибнет не на фронте, то его сыновья знают, кому мстить. Марьяна Котова, Инна Лагухава, Абаза ТВ.